Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – авторизация, аутентификация и аудит. Аутентификация представляет собой фундаментальный атрибут информационной безопасности. Термин аутентификация происходит от латинского слова, которое означает подлинный, достоверный, соответствующий самому себе. Аутентификация – это процедура установления подлинности, может быть применима как к людям, так и другим объектам, в частности, к программам, устройствам, документам. Так, пользователь при выполнении логического входа в защищенную систему должен пройти процедуру аутентификации, то есть доказать, что именно ему принадлежит введенный им идентификатор. В процедуре аутентификации участвуют две стороны. Одна сторона доказывает свою аутентичность, предъявляя некоторые доказательства. Другая сторона, аутентификатор, проверяет эти доказательства и принимает решение. В качестве доказательства аутентичности применяются самые разнообразные приемы. Аутентифицируемый может продемонстрировать значение некоего общего для обеих сторон секрета. Слова, пароля или факта, даты и место события, прозвища человека и тому подобное. Аутентифицируемый может продемонстрировать, что он владеет неким уникальным предметом, например, электронная магнитная карта. Аутентифицируемый может доказать свою идентичность, используя собственные биохарактеристики, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатки пальцев, которые предварительно были занесены в базу данных аутентификатора. Методы аутентификации делятся на 4 основные группы в зависимости от используемых в процессе проверки подлинности средств. Так, различают методы, основанные на знаниях, которыми владеет субъект. Это парольные методы. Предметах, которые принадлежат субъекту, комбинированные. Свойствах данных субъектов, биометрические. Информации, которая имеет непосредственное отношение к субъекту. Парольные методы – это наиболее распространенные методы аутентификации, основанные на секретных характеристиках субъектов, паролях. В процессе проверки подлинности система сравнивает указанный пользователем пароль с эталонным паролем, который хранится в ее базе данных в зашифрованном виде. Для аутентификации посредством данного метода могут использоваться постоянные, это многоразовые, неизменные для каждой сессии, или динамические, одноразовые, постоянно меняющиеся для каждой сессии пароли. Комбинированные методы. Сущность данного метода заключается в использовании для подтверждения подлинности субъекта помимо пароля дополнительных предметов, мобильных телефонов, смарт-карт, токенов или атрибутов, криптографических сертификатов. Авторизация при помощи предметов и атрибутов субъекта происходит только при наличии специального устройства, которое может считывать информацию с перечисленных идентификаторов. Биометрические методы. Для аутентификации посредством биометрического метода субъекты должны пройти сканирование и анализ одного или нескольких физиологических: отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, сетчатка глаза, кисть руки, черты лица или поведенческих характеристик, подпись, тембр голоса, клавиатурный почерк. Данный метод, как правило, используется только на особо важных объектах и системах, так как требует наличия специальной дорогостоящей техники и оборудования. Методы, основанные на информации о субъекте. Данная группа методов относится к новейшим механизмам аутентификации. В основе лежит использование спутниковой системы навигации GPS. Основным идентификатором подлинности субъекта является его местонахождение. Протоколы можно условно разделить на 3 типа. Протоколы доступа к паролю, например, PAP – Password Authentication Protocol. Самые простые протоколы.
Протоколы, которые работают по принципу вызов-ответ, например, CHAP – Challenge Handshake Authentication Protocol. Протоколы взаимной аутентификации, например, Kerberos. PAP от английского Password Authentication Protocol. Это протокол простой проверки подлинности, предусматривающий отправку имени пользователя и пароля на сервер удаленного доступа открытым текстом, без шифрования. Протокол PAP крайне ненадежен, поскольку пересылаемые пароли можно легко читать в пакетах PPP с английского Point-to-Point Protocol, которыми обмениваются стороны в ходе проверки подлинности. Обычно PAP используется только при подключении к старым серверам удаленного доступа на базе Unix, которые не поддерживают никакие другие протоколы проверки подлинности. CHAP от английского Challenge Handshake Authentication Protocol – широко распространенный алгоритм проверки подлинности, предусматривающий передачу не самого пароля пользователя, а косвенных сведений о нем. При использовании CHAP сервер удаленного доступа отправляет клиенту строку запроса. На основе этой строки и пароля пользователя клиент вычисляет хэш-код MD5 и передает его серверу. Хэш-функция является алгоритмом одностороннего шифрования, поскольку значение хэш-функции для блока данных вычислить легко, а определить исходный блок по хэш-коду с математической точки зрения невозможно за приемлемое время. Сервер, которому доступен пароль пользователя, выполняет те же самые вычисления и сравнивает результат с хэш-кодом, полученным от клиента. В случае совпадения учетные данные клиента удаленного доступа считаются подлинными. Наиболее важной особенностью алгоритма CHAP-аутентификации является то, что пароль никогда не пересылается по каналу. В этом протоколе предусмотрено 4 типа сообщений: Success – успех, Challenge – вызов, Response – ответ и Failure – ошибка. Аутентификация выполняется в следующей последовательности. Пользователь-клиент активизирует программу, например, программу дозвона, удаленного доступа к серверу провайдера, вводя имя и назначенный ему пароль. Имя передается по сети провайдеру в составе запроса на соединение, но пароль не передается в сеть ни в коем виде. То есть здесь мы имеем дело со строгой аутентификацией. Сервер провайдера, получив запрос от клиента, генерирует псевдослучайное слово «вызов», пусть это будет слово «challenge», и передает его клиенту вместе со значением, идентифицирующим сообщение в рамках данного сеанса и собственным именем. Это сообщение типа challenge. Для защиты от перехвата ответа аутентификатор должен использовать разные значения слова вызова при каждой процедуре аутентификации. Программа клиента, получив этот пакет, извлекает из него слово «вызов», добавляет к нему идентификатор и вычисленный локально дайджест Z равняется D пароль, а затем вычисляет с помощью все той же функции MD5 дайджест Y равняется D ID challenge G пароль от всех этих 3 значений. Результат клиент посылает серверу провайдера в пакете response. Сервер провайдера сравнивает полученный по сети дайджест Y с тем значением, которое он получил, локально применив ту же хэш-функцию к набору аналогичных компонентов, хранящихся в его памяти. Если результаты совпадают, то аутентификация считается успешной, и аутентификатор посылает партнеру пакет Success. Алгоритмы аутентификации, основанные на многоразовых паролях, не очень надежны. Пароли можно подсмотреть, разгадать или просто украсть. Более надежными оказываются схемы с одноразовыми паролями.
К тому же одноразовые пароли намного дешевле и проще биометрических систем аутентификации, таких как сканеры, сетчатки глаза или отпечатков пальцев. Все это делает системы, основанные на одноразовых паролях, очень перспективными. Следует иметь в виду, что, как правило, системы аутентификации на основе одноразовых паролей рассчитаны на проверку только удаленных, а не локальных пользователей. Генерация одноразовых паролей может выполняться либо программно, либо аппаратно. Аппаратные реализации систем доступа на основе одноразовых паролей называют аппаратными ключами. Они представляют собой миниатюрные устройства со встроенным микропроцессором, похожие либо на обычные пластиковые карточки, используемые для доступа к банкоматам, либо на карманные калькуляторы, имеющие клавиатуру и маленькое дисплейное окно. Существуют и программные реализации средств аутентификации на основе одноразовых паролей – это программные ключи. Программные ключи размещаются на сменном магнитном носителе в виде обычной программы, важной частью которой является генератор одноразовых паролей. Kerberos – это сетевой протокол аутентификации, позволяющий передавать данные через незащищенные сети для безопасной идентификации. Он ориентирован в первую очередь на клиент-серверную модель и обеспечивает взаимную аутентификацию. Оба пользователя через сервер подтверждают личности друг друга. Аутентификация с применением цифровых сертификатов является альтернативой применению паролей и представляется естественным решением в условиях, когда число пользователей сети, пусть и потенциальных, измеряется миллионами. В таких обстоятельствах процедура предварительной регистрации пользователей, связанная с назначением и хранением их паролей, становится крайне обременительной, опасной, а иногда просто нереализуемой. При наличии сертификата в сеть, которая дает пользователю доступ к своим ресурсам, не хранит никакой информации о своих пользователях. Они ее предоставляют сами в своих запросах в виде сертификатов, удостоверяющих личность пользователей. Сертификаты выдаются специальными уполномоченными организациями, центрами сертификации Certificate Authority. Поэтому задача хранения секретной информации возлагается на самих пользователей, что делает это решение гораздо более масштабируемым, чем вариант с централизованной базой паролей. Сертификат является аналогом пропуска на проходной большого предприятия и выдается по запросам специальными сертифицирующими центрами при выполнении определенных условий. Сертификат представляет собой электронную форму, в которой содержится следующая информация. Открытый ключ владельца данного сертификата. Сведения о владельце сертификата, такие как, например, как имя, адрес электронной почты, наименование организации, в которой он работает и так далее. Наименование сертифицирующей организации, выдавшей данный сертификат. Электронная подпись сертифицирующей организации, то есть зашифрованные закрытым ключом этой организации данные, содержащиеся в сертификате. Использование сертификатов основано на предположении, что сертифицирующих организаций немного, и их открытые ключи широко доступны, например, из публикаций. SSL-сертификат нужен для того, чтобы мошенники не могли перехватить личные данные, которые пользователи вводят у вас на сайте. Личные данные – это логины и пароли от аккаунтов, номера банковских карт, адреса электронной почты и так далее. Это значит, что SSL-сертификат пригодится на сайтах банков, платежных систем, корпораций, интернет-магазинов, социальных сетей, государственных предприятий, онлайн-форумов и других. SSL-сертификат выгоден для владельца сайта, так вы подтвердите, что на сайте безопасно вводить личные данные и проявите заботу о клиентах. Если человек переживает, что конфиденциальная информация попадет не в те руки, он получит дополнительные гарантии.
Под аутентификацией информации в компьютерных системах понимают установление подлинности полученных по сети данных исключительно на основе информации, содержащейся в полученном сообщении. Конечной целью аутентификации информации является защита участников информационного обмена от навязывания ложной информации. Концепция аутентификации в широком смысле предусматривает установление подлинности информации как при наличии взаимного доверия между участниками обмена, так и при его отсутствии. В компьютерных системах выделяют два вида аутентификации информации: аутентификация хранящихся массивов данных и программ установления факта того, что данные не подвергались модификации. Аутентификация сообщений, установление подлинности полученного сообщения, в том числе решение вопроса об авторстве этого сообщения и установление факта приема. Для решения задачи аутентификации информации используется концепция цифровой или электронной подписи. Согласно терминологии, утвержденной Международной организацией по стандартизации, под термином «цифровая подпись» понимаются методы, позволяющие устанавливать подлинность автора сообщения, документа при возникновении спора относительно авторства. Основная область применения цифровой подписи – это финансовые документы, сопровождающие электронные сделки, документы, фиксирующие международные договоренности и тому подобное. Авторизация – это процедура контроля доступа легальных пользователей к ресурсам системы и предоставления каждому из них именно тех прав, которые ему были определены администратором. Термин «авторизация» происходит от латинского слова «auctoritas», показывающее уровень престижа человека в Древнем Риме и соответствующие этому уровню привилегии. В отличие от аутентификации, которая позволяет распознать легальных и нелегальных пользователей, авторизация имеет дело только с легальными пользователями, успешно прошедшими процедуру аутентификации. Помимо предоставления пользователям прав доступа к каталогам, файлам и принтерам, средства авторизации могут контролировать возможность выполнения пользователями различных системных функций, таких как локальный доступ к серверу, установка системного времени, создание резервных копий данных, выключение сервера и так далее. Средства авторизации могут предоставлять различные формы правил доступа, которые часто делят на два класса – избирательный доступ и мандатный подход. В этом случае определенные операции с определенными ресурсами разрешаются или запрещаются пользователям или группам пользователей, явно указанным своими идентификаторами. Например, пользователю user.t разрешено читать и записывать в файле file.t, а user.r только читать. Мандатный подход к определению прав доступа заключается в том, что вся информация делится на уровни в зависимости от степени секретности, а все пользователи сети также делятся на группы, образующие иерархию в соответствии с уровнем допуска к этой информации. Такой подход позволяет классифицировать данные на информацию для служебного пользования, а также секретную и совершенно секретную информацию. Пользователи этой информации в зависимости от определенного для них статуса получают разные формы допуска – первую, вторую или третью. В отличие от систем с избирательными правами доступа, в системах с мандатным подходом пользователи в принципе не имеют возможности изменить уровень доступности информации. Например, пользователь более высокого уровня не может разрешить читать данные из своего файла пользователю, относящемуся к более низкому уровню. Отсюда видно, что мандатный подход является более строгим. При этом программные системы авторизации могут строиться на базе двух схем –
централизованная схема, базирующаяся на сервере. В этой схеме сервер управляет процессом предоставления ресурсов в сети пользователю. Главная цель таких систем – реализовать принцип единого входа. В соответствии с централизованной схемой пользователь один раз логически входит в сеть и получает на все время работы некоторый набор разрешений по доступу к различным ресурсам сети. Децентрализованная схема, базирующаяся на рабочих станциях. При этом подходе средства авторизации работают на каждой машине. Администратор должен отслеживать работу механизмов безопасности каждого отдельного приложения, электронной почты, справочной службы, локальных баз данных и тому подобное. Аудит – это набор процедур мониторинга и учета всех событий, представляющих потенциальную угрозу для безопасности системы. Аудит позволяет шпионить за выбранными объектами и выдавать сообщения тревоги, когда, например, какой-либо рядовой пользователь попытается прочитать или модифицировать системный файл. Если кто-то пытается выполнить действия, выбранные системой безопасности для мониторинга, то система аудита пишет сообщение в журнал регистрации, идентифицируя пользователя. Системный менеджер может готовить отчеты безопасности, которые содержат информацию из журнала регистрации. Для сверхбезопасных систем предусматриваются аудио и видеосигналы тревоги, устанавливаемые на машинах администраторов, отвечающих за безопасность. Поскольку никакая система безопасности не гарантирует защиту на уровне 100%, последним рубежом в борьбе с нарушениями оказывается система аудита. Система аудита позволяет отследить события, связанные с действиями как легальных пользователей, так и злоумышленников. Если при настройке службы аудита были правильно заданы события, которые требуется отслеживать, то подробный анализ записей в журнале может дать много полезной информации. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо большое за внимание. Увидимся на следующих уроках.